Великие кыргызы – представители Вселенной. Доказательства этому – вселенные эпосы, Манас, Семитей, Сейтек, Иртыштук и так далее. Связь со Вселенной, его великая культура и традиции. Имена. Например, имя Перизат означает ангел, Нурзат – луч света, Джилдыз – звезда, Айнура – луч луны и так далее. Великие кыргызы мыслями вызывали дождь, творили взглядом, благословением, таким образом выполняли роль Тengира, то есть Бога-человека. Бог создал землю и кыргызов как близнецов, закрепив тайны звезд в душе кыргызского народа. Слово «кыргыз» – «кыргыз» означает 40 ангелов, поэтому кыргызы не нация, а великий народ. От кыргызов произошли тюркоязычные народы, от тюркоязычных произошли нации. Великие кыргызы жили в гармонии с природой, понимали язык природы, верили в его одушевленность, принимали природу за прекрасное произведение души Создателя. В душе кыргызского народа есть свойства, оберегающие природу, поэтому благодаря великим кыргызам сохраняется равновесие в природе. Духовная сила кыргызов – огонь, вода, воздух, камень. Если другие народы видят в огне только материю, а великие кыргызы видели в нем духов, в камне информацию, в воде план-программу, а воздух духов возит. Есть обитель духов предков – ангелов. Кыргызский язык – это язык Вселенной, язык Всевышнего. Кыргызский язык – благословенный язык, поэтому вся информация, откровение, план-программа Золотого века дается на божественном кыргызском языке. Внутренний душевный мир кыргызского народа пригоден для Вселенной. Он простой, открытый, имеет вселенные свойства, обладает качествами высших сил. Поэтому избранным от Вселенной кыргызам, проживающим в разных регионах Кыргызстана, высшие силы передают информации, послания от космоса. Например, Биби Марьям Муса кызы явился дух, один из ближайших 40 сподвижников Манаса, отец Джайсан, и давал информации из эпохи Айкуль Манас. Зульфия Ибраимовой оказался сам предок человечества, отец Адам, и откровения Золотого века давались от 3 ангелов. Айджибаев Эргешбай получал информацию от духов предков и духов покровителей. Девочки Атамгуль передавались информация от духа отца Шайдоота и множество других кыргызов, которые получали информацию от космоса. А Арстаналаю в виде тени показался сам Тengир Ата, то есть сам Творец, Создатель, Всевышний или Господь Бог, и сказал: «Я твой Тengир Ата», и потребовал не быть человеком, а стать большой вселенной. Тengир Ата учил и воспитывал Арштаналая, одарил его вселенной энергией, божественной силой, дал задание объединить человечество и сохранить природу. А когда Арштаналай познал себя, душа, то есть энергия Бога, вселилась в него. Тengир Ата поручил Арштаналаю объявить себя Богом, так как человечество не может найти к нему путь. В январе 2018 года Тengир Ата явился Арштаналаю и показал самого же Арштаналая и сказал: «Господь Бог занял свое место и обрел покой». И в сентябре 2019 года Арштаналай объявил себя новым Богом, путеводителем Золотого века и единственным спасителем. После этого власть Кыргызстана возбудила на него уголовное дело. Так как Арштаналай действительно новый Бог, вскоре сама власть рухнула. Еще одно подтверждение, что Арштаналай новый Бог, это послание от космоса, полученное Айджибаем Эргешбаем 21 мая 2017 года в 12 часов 49 минут. Выполняя свой вселенный долг, очищает и освящает он народ. В данной долгой и вечной жизни создает успех и благополучие. Перевернет он страницы истории, воссоздаст особенную жизнь, живет достойно, честным трудом. Наш Арштан живет в наших сердцах, дает возвышающую красоту, посланный изменить, исправить, специально от Вселенной, предназначен он для народа, рожден единственный, избранный, создан создавать успех и двигаться вперед, очищает внутренний мир людей, создает нового человека, дает точные знания, создает счастье и благосостояние.
избранного Богом пророка, сказателей, монастырей народ не избирает, а познает. Так и избранного от Вселенной нового Бога Аштаналая народы мира должны познать.